Известные на мировом уровне оперные артисты и солисты страны проводят серию мастер-классов в Коми. Свои знания они передают учащимся колледжа и гимназии искусств и воспитанникам Сыктывкарской детской музыкально-хоровой школы. Творческие встречи проходят по всем регионам в рамках проекта «Профессия голос». Он приурочен к 15-летию детского благотворительного фестиваля «Белый пароход». Об одном из самых масштабных социальных проектов, поддерживающих одаренных детей, Елена Кононова. Что поступление нас взорвало, как ты говоришь. Мало знать ноты. Надо чувствовать, что за ними стоит. На мастер-классе композитор и пианист Александр Пакитченко объясняет, как надо работать над интерпретацией вокальных произведений. Учит студентов колледжа искусств играть под дыхание и выразительность солиста. Впрочем, не только мастер делится своими знаниями. Для него встречи с ребятами тоже часто оборачиваются уроком. Я учу и учусь. Да, потому что вот тут мне дали такие... Вчера такие ноты дети играют. Я этих вещей не знаю. И я говорю, для кого мастер-класс? Для меня тоже. Вот. На самом деле, ведь когда чему-то обучаешь, конечно, и сам для себя какие-то вещи, да, открываешь. Алина Туркина – студентка отделения фортепиано. Только вышла с занятия. Девушка еще не отошла от волнения от встречи с известным маэстро. Как исполнять, какую динамику, контрасты. Вот это именно я подчеркнула. И думаю, я буду это использовать дальше в своем исполнении, так как эта программа пойдет на государственную аттестацию. То есть это очень важно. Для меня будет все это выполнить и сделать так, как мне сказали сегодня. Поставь ручку сюда, да? Давай. А это мастер-класс от солистки ведущих оперных театров и концертных залов мира. Голос человеческий. Большая тайна, говорит Любовь Петрова. Его нельзя почистить или настроить, как скрипки струны. Нужно к нему подобрать свой ключик. Хотелось бы больше внимания уделять стилям, хотелось бы больше уделять внимание слову, потому что частенько, к сожалению, на вокализацию просто переходит и теряется смысл фразы, теряется смысловое наполнение произведения. Вот это вот много работаем над этим с девочками. А так радуюсь, что такое количество талантливых ребят у нас, девушек, я с девушками в основном работаю. Как технически правильно выстраивать звук, как дышать, как произносить текст. Это вот такая большая вокальная кухня, которая необходима во всех регионах, говорит Николай Диденко. Сегодня нужно сломать старую систему преподавания вокала, уверен оперный артист. Он тоже поет не только на сцене Большого театра, но и в Нью-Йорке, Париже и Вашингтоне. Он же обладатель премии Грэмми 2017. Все дети поют раздрызганными старческими голосами, очень загнанными, но чтобы вы понимали, да, вот такими вот загнанными внутри, все, в общем, все зажато, челюсти зажаты, здесь горло зажато. И я, поскольку вот мы уже много лет проводим фестиваль «Белый пароход», я очень часто прослушиваю детей с разных регионов России и сталкиваюсь вот с этой проблемой. И именно поэтому именитые музыканты ездят по регионам со своими мастер-классами, чтобы помочь ребятам и направить их в нужное русло, а заодно отобрать юных артистов для участия в фестивале «Белый пароход». Этот масштабный проект вот уже 15 лет выявляет и поддерживает музыкально одаренных детей с непростой судьбой. Почти месяц ребята на путешествующем по рекам корабле обучаются вокальному и хоровому искусству. В конце каждого рейса итоговый гала-концерт. В этом году «Белый пароход», где сбываются детские мечты, планирует пустить в плавание по Черному морю. Не исключено, что среди счастливых пассажиров будет кто-то из числа юных дарований республики. Елена Кононова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.